خفافيش الظلام. بسم الله الرحمن الرحيم. قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون والذين هم عن اللغو معرضون. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. Ассаляму алейкум ва рахматуллахи ва баракату. Дорогие зрители, совсем скоро, с позволения Всевышнего Аллаха, мы вступим в ту часть месяца Рамадан, которая называется Аль-Ашруль Авахир, то есть последние 10 ночей Рамадана. Прежде всего, мы благодарим нашего властелина, покровителя и создателя за то, что он позволил нам дожить до последней трети Рамадана, потому что это лучшая часть благословенного месяца. И вообще, последние 10 ночей Рамадана являются лучшими ночами в году. Достоинство этих ночей поистине велико, и наш пророк, саллаллаху алейхи вассалям, поклонялся Аллаху в месяц Рамадан с особым усердием. А в эти ночи еще усерднее, чем в начале месяца. В эти ночи он еще старательнее выстаивал ночные намазы и уходил в мечеть, оставляя на 10 дней дом, обычную жизнь, для того, чтобы постоянно находиться в мечети для поминания Аллаха, намаза, обращения к Создателю с мольбами. В этот период он выходил из мечети только по каким-то человеческим нуждам. Все это указывает нам на важность и на особое положение последней трети Рамадана и ее ночей у Всевышнего Аллаха. К великому сожалению, в эти благословенные дни многие мусульмане поступают наоборот. Вместо того, чтобы еще сильнее взяться за поклонение, они начинают проявлять небрежность, расслабляются. Их поклонение уменьшается и слабеет, их духовная активность снижается. О мусульмане, о верующие, не упустите эти благословенные дни и ночи. Увеличьте совершение вами богоугодных и праведных деяний. Удостойтесь даров и милости нашего щедрого владыки Аллаха, Господа миров. Последуйте примеру человека, который был послан к нам Аллахом в качестве примера для подражания и для нашего спасения, Мухаммада, да благословит его Аллах и приветствует. Жена пророка, благочестивая Аиша, говорила, когда наступали последние 10 дней Рамадана, пророк, да благословит его Аллах и приветствует, затягивал потуже свой пояс, то есть начинал поклоняться с особым усердием, бодрствовал ночью для совершения молитв и будил свою семью. Пророк, да благословит Аллах и приветствует, еще усерднее, чем обычно, выполнял все виды поклонения. Дополнительные намазы, чтение Корана, поминание Аллаха сердцем и языком, зикр, раздача милостыни, садака и другие виды поклонения. Он будил свою семью, чтобы и они совершали намаз, молили Аллаха о благе, поминали Его премного, чтобы и они не упустили эти благословенные ночи и провели их в подобающем поклонении. Потому что эти ночи – это шанс в жизни человека. Они великая прибыль. Разумный верующий ни за что не упустит этот шанс, который предоставил ему Аллах, который Аллах предоставил его семье. И тяжко видеть, как многие мусульмане сегодня проводят это драгоценнейшее время в бесполезных делах и развлечениях. Какая это великая потеря и какой это страшный убыток. Как велика разница между положением многих сегодняшних мусульман и положением наших праведных предшественников. Они проводили день в посте и чтении Корана, а ночи в поясных и земных поклонах, в прославлении Аллаха, в произнесении слов «Субхан Аллах», «Пречист Аллах», «Альхамдулилля», «Аллаху Акбар», «Ля иляха илляллах». Один из великих имамов ислама, Суфьян ас-Саури, говорил: «Мне очень нравится, если человек, когда наступают 10 последних ночей Рамадана, проводит ночь, совершая дополнительные намазы и проявляя в этом усердие.
и будет свою жену и детей для намаза, если им это по силам. Ведь в достоверном предании говорится, что пророк, саллаллаху алейхи вассалям, будил свою дочь Фатиму и ее мужа Али ночью и говорил им: «Аля тусаллиян», не хотите ли вы встать и помолиться? А знаете ли вы, почему пророк, почему его сподвижники, наши праведные предки, уделяли такое особое внимание этим 10 ночам? Одна из причин этого состоит в том, что среди этих ночей есть ночь, которая называется Лейлятуль Кадр. Эта ночь лучше, чем 1000 месяцев, то есть чем 83 года и 4 месяца. Аллах, описывая эту ночь, сказал, что она мубарака, то есть благословенная, полная блага, добра. Всевышний превознес эту ночь над всеми другими ночами. Проведение этой ночи в поклонении – это средство для получения прощения предшествующим грехам. Пророк, саллаллаху алейхи вассалям, сказал: «Ман кама лейляталь кадр иманан ва ихтисаба гуфира лаху ма тақаддама мин замби». Кто проведет ночь Кадр в поклонении с верой и надеждой на награду, тому будут прощены его предшествующие грехи. Описывая эту ночь в Коране, Всевышний говорит: «Инна анзальнаху фи лейлятин мубарака, инна кунна мунзирин фиха юфраху куллю амрин хаким». Мы, Аллах, ниспослали Коран в ночь благословенную, и мы увещеваем. В эту ночь отделяется всякое мудрое повеление. Что значат эти слова? Во-первых, Аллах называет эту ночь благословенной, мубарака, из-за ее преимуществ, ее достоинств, потому что в эту ночь нисходит много благодати и добра. Одним из благ этой ночи является то, что в эту ночь был ниспослан священный Коран. Как сказано в Коране: «Шахру Рамадан, аллази унзиля фихи Коран», месяц Рамадан, в котором был ниспослан Коран. Далее Всевышний говорит о том, что в эту ночь отделяется всякое мудрое повеление. Что это значит? Это значит, что в эту ночь из небесной книги Аль-Лаухуль Махфуз, хранимой скрижали, отделяются и вписываются в свитки, в книги ангелов повеление Аллаха о том, что будет происходить с его рабами в течение следующего года. То есть в эту ночь происходит разъяснение и запись судьбы творений на год. Записывается, кто останется жить, а кто умрет. Кто спасется, а кто погибнет. Кто обретет счастье, а кто станет злосчастным. И другие мудрые и совершенные повеления нашего Всевышнего Создателя. В Коране есть целая сура, посвященная ночи Аль-Кадр. Всевышний говорит в ней: «Инна анзальнаху фи лейлятиль кадр, ва ма адрака ма лейлятуль кадр, лейлятуль кадри хайрум мин альфи шахр». Мы, Аллах, ниспослали его, Коран, в ночь Аль-Кадр. А знаешь ли ты, что такое ночь Аль-Кадр? Эта ночь лучше, чем 1000 месяцев. В ней нисходят ангелы и дух по дозволению их Господа со всяким повелением. Она – мир до самого восхода зари. В начале суры Аллах называет эту ночь ночь Аль-Кадр. Почему она так названа? Кадр по-арабски значит достоинство, величие, высокое положение. То есть Лейлятуль Кадр означает ночь достоинства и величия. Эта ночь на самом деле занимает очень высокое и достойное положение. Другая причина, почему эта ночь названа Аль-Кадр, состоит в том, что в эту ночь предопределяются события последующего года. Аль-Кадр по-арабски значит предопределение. И третья причина этого названия кроется в третьем значении слова «кадр». Третье его значение – стесненность. В эту ночь на землю нисходит так много ангелов, что земля переполняется ими. Далее в этой суре Аллах говорит: «А знаешь ли ты, что такое ночь Аль-Кадр? Эта ночь лучше, чем 1000 месяцев». Деяния, угодные Аллаху,
которые совершаются в эту ночь, лучше, чем деяния, совершаемые в течение 1000 месяцев, в которых нет этой ночи. Она лучше, чем 1000 месяцев по своему достоинству, по своему высокому положению, из-за многочисленных наград, которые даются тем, кто поклоняется Аллаху во время нее. Из-за того, что человеку, который проводит ее в служении Аллаху и молитвах, с верой и надеждой, прощаются предшествующие грехи. Далее сказано, в ней не сходят ангелы и дух по дозволению Господа со всяким повелением. То есть в эту ночь не сходят ангелы. Эти праведные рабы Всевышнего, которые сотворены из света, которые поклоняются Ему день и ночь и никогда не ослушиваются Его. Также не сходит Дух, то есть один из самых великих ангелов Аллаха, Джибриль, Гавриил. Ангелы не сходят на землю с добром, милостью, благодатью. Сказано, она мир, салам, до самого восхода зари. То есть эта ночь – мир для всех верующих, безопасность и спасение для них от всякого страха. Ибо в эту ночь многие из верующих, поклоняющихся Аллаху, спасаются от адского огня и от адских мучений. И эта ночь вся полностью является благом до самого рассвета. Итак, еще раз перечислим достоинства этой ночи. Во-первых, Аллах ниспослал в эту ночь Коран. Коран, произнесенное им слово, которое является верным руководством для человечества и ведет к счастью и благополучию в этом мире и в мире вечном. Во-вторых, эта ночь лучше, чем 1000 месяцев. То есть у человека есть возможность за одну ночь запастись огромным багажом благодеяний, савабов, с которыми он придет к Аллаху после смерти. Сообщается, что нашему пророку, да благословит Аллах и приветствует, были показаны жизненные сроки тех людей, которые жили раньше, а затем жизненные сроки представителей его уммы и его общины. То есть ему было показано, сколько жили прежние народы, представители древних общин во времена пророка Адама, пророка Нуха и так далее. И было показано, сколько будут жить люди в его умме. И пророк, да благословит Аллах и приветствует, огорчился тем, что люди его уммы живут недолго. А это значит, что они не смогут успеть совершить столько же благих дел, сколько успевали совершить люди в прежние времена. И тогда Всевышний даровал ему и его общине ночь Аль-Кадр, которая заменяет, вернее даже превосходит 1000 месяцев. И если человек прожил, предположим, 20 лет, у него появляется дополнительно еще 20 000 месяцев. Иначе говоря, 1667 лет. То есть деяния и награды, которые можно заработать за такой огромный срок. Воистину, это милость Аллаха для нас, уммы Мухаммада, да благословит Аллах и приветствует. Всевышний, хвала ему, почтил эту умму и ее пророка такими особенностями, которых не было у последователей прежних пророков. Следующее достоинство ночи Аль-Кадр – нисхождение ангелов с добром, благодатью, баракой и милостью. Далее, эта ночь – ночь мира и спасения от мучений и наказаний. Благодаря тем богоугодным деяниям, которые совершают люди в течение нее. Когда же бывает ночь Аль-Кадр? Определенно и уверенно можно сказать, что она бывает в одну из последних 10 ночей месяца Рамадан. Наша мать, супруга пророка, да благословит Аллах и приветствует, благочестивая Айша, передала такие слова пророка. «Тахаррау лейлат аль-Кадр фил ашри аль-авахир мин Рамадан». Ищите ночь Аль-Кадр в последних 10 ночах месяца Рамадан. То есть, этой ночью может быть любая из последних 10 ночей. Но более вероятно, что это одна из нечетных ночей. То есть 21, 23, 25, 27 и 29 ночи.
Пророк, да благословит его Аллах и приветствует, сказал: ищите ночь Аль-Кадра в нечетные ночи из 10 последних ночей Рамадана. Из нечетных же ночей наиболее вероятно, что это 25, 27 и 29 ночи. Потому что пророк, саллаллаху алейхи вассалям, сказал: «Ман кана мутахарриха, фалятахарраха фис саб'и лавахир». Кто ищет ее, пусть ищет ее в 7 последних ночах. Из этих же 3 ночей, 25, 27 и 29, наибольшая вероятность приходится на 27-ю ночь. Убей ибн Кааб, один из сподвижников пророка, саллаллаху алейхи вассалям, сказал: клянусь Аллахом, я знаю, какая это ночь. Это ночь, которую посланник Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям, приказал нам провести в молитве. Это 27-я ночь. Из всего сказанного можно сделать вывод. Ночь Аль-Кадр, которая бывает 1 раз в год, приходится на одну из последних 10 ночей Рамадана и перемещается между ними. Но более вероятно, что она выпадает на нечетные числа. Почему Всевышний укрыл от нас точное время этой ночи? В этом одно из проявлений бесконечной мудрости Создателя и Его милости к нам. Всевышний укрыл от нашего ведения эту ночь для того, чтобы мы совершали как можно больше богоугодных деяний в эти благословенные ночи, последние 10 ночей месяца Рамадан. Чтобы мы все эти ночи совершали намаз, поминали Аллаха, обращались к Нему с мольбами, дуа, приближались к Нему и зарабатывали награды. Кроме того, в этом есть испытание и проверка для людей, кто будет старателен в поиске этой ночи, а кто проявит нерадивость и ленность. Как можно узнать ночь Аль-Кадр? Каковы признаки этой ночи? Первый признак, по которому можно отличить эту ночь, состоит в том, что на утро после этой ночи восходящее солнце бывает словно таз, то есть оно не имеет лучей. Второй признак описан в хадисе, который передал Ибн Аббас. В нем сказано: ночь Аль-Кадр бывает ясной. Она и не жаркая, и не холодная, а солнце на следующий день бывает красным и светит слабо. Третий признак этой ночи описан в хадисе, который передал Ибн Аль-Асқа. В этом хадисе сказано: эта ночь светлая, не жаркая, не холодная, не облачная, не дождливая и не ветреная. И в эту ночь не падают звезды. О мусульмане, стремитесь проводить 10 последних ночей Рамадана в поклонении, в намазах и мольбах. Поистине, это очень выгодная торговля. Просите в эти ночи у Аллаха для себя и для своих семей счастья и спасения, благ этого мира и благ мира вечного, здоровья и исцеления недугов, благого достатка и праведных детей. Просите прощения для умерших мусульман. Просите для себя, прежде всего, веры и довольства Аллаха. И просите благополучия. И сейчас я научу вас той молитве, которую советовал произносить в ночь Аль-Кадр посланник Аллаха, да благословит его Аллах и приветствует. Когда его жена Айша попросила его научить ее молитве, которую ей нужно произносить в том случае, если она застанет ночь Аль-Кадр. Пророк, саллаллаху алейхи вассалям, сказал: говори, о Айша, Аллахумма иннака афун, тухиббуль афва, фа'фу анни. Еще раз. Аллахумма иннака афун, тухиббуль афва, фа'фу анни. Аллахумма иннака афун, тухиббуль афва, фа'фу анни. О Аллах, поистине Ты милующий, прощающий. Ты любишь миловать и прощать, так прости же меня и помилуй. Да примет Всевышний ваш пост и ваши молитвы. Ассаляму алейкум ва рахматуллах. قد أفلح المؤمنون
الذين هم في صلاتهم خاشعون